Страх – один из самых мощных инструментов влияния. В политике он часто звучит через слова – заявления, лозунги, предупреждения. Но как именно эти слова воздействуют на человека? Почему в одних случаях они мобилизуют, а в других подавляют? Об этом в этом интервью мы будем говорить сегодня с Натой Чеботарь, журналистом. Ната, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Да, спасибо, что готовы ответить на наши вопросы. Ну и вопрос, с которого хотела бы начать это интервью. Что вы лично вкладываете в такое понятие, как политика страха? Ну, если воспринимать слово «политика» как какой-то определенный набор действий, то это целенаправленное использование каких-то нарративов, которые бьют по самым чувствительным зонам человеческого восприятия. А это, как всегда, чаще всего это как раз страх, потому что страх, он действительно, как вы сказали, он может либо мобилизовать, но он может и парализовать. То есть в психологии есть термин реакция на страх может быть такая: бей, беги, замри. То есть в зависимости от того, как ты реагируешь, это может спасти тебе жизнь. То есть мы знаем, да, животные могут притворяться мертвыми, но то же самое человек может просто впасть в ступор и не знать, что делать дальше. То есть страшнее для меня в этом не тот нарратив, который апеллирует непосредственно к страху. Потому что, знаете, страх – это эмоция, вот она здесь происходит. То есть я вижу бродячую собаку, у меня возникает страх, который меня заставляет, опять же, либо замереть в надежде, что она пройдет мимо, либо убежать. Но есть еще третья реакция – бей. Ты не будешь бить собаку, она может, это может спровоцировать агрессию. Для меня, как для журналиста, как для человека, который наблюдает за тем, что происходит в обществе и как на это влияют новости, которые читают люди, для меня гораздо опаснее кажется использование таких нарративов, которые вызывают тревогу. Потому что, несмотря на то, что может показаться, что страх и тревога – это одно и то же, это не одно и то же. Хотела спросить, это не одно и то же. И страх, допустим, страх за то, что может случиться война здесь, да? Страх за то, что могут объединить Молдову с Румынией и Гагаузия пострадает. Это страх, который как минимум мы можем назвать. То есть мы понимаем, чего мы боимся. Тревога – это состояние, которое может довести человека до нервного срыва. Почему? Потому что он не знает, чего боится. Он не знает, с чем ему приходится иметь дело. И когда мы используем, не мы, когда люди, которые для того, чтобы достичь своих каких-то определенных политических целей, используют такую информацию, которая апеллирует к тревожности, это может создать такой феномен, как длительная тревожность. Это еще опаснее. То есть, фактически я бы сказала, что мы все с вами в Молдове, в Гагаузии с начала большой войны в Украине живем в состоянии тревожности. Да? Мы постоянно думаем о том, перекинется это сюда, не перекинется, будут использовать Приднестровье и Гагаузию в этом, не будут использовать. Это гораздо опаснее, чем просто страшилки. А страшилок много, мы все знаем. А вот почему политики все же используют страх? Это очень объяснимо, потому что что-то негативное тебя заставляет вовлечься больше, чем что-то позитивное. Потому что вот когда у вас в жизни все хорошо, да, и вам предлагают еще что-то хорошее, оно вас мало удивит. Ну, окей, допустим, у вас, грубо говоря, что больше всего интересует человека, зарплата, да? Вот у него есть уже 35 тысяч, и ему дадут, скажут, что вот завтра у тебя будет 40. Окей, хорошо, спасибо. Лишними не будут, но в принципе мне и так хорошо. Положительная новость не вызывает тот всплеск эмоций, которые тебе скажут: у тебя 35, а завтра ты будешь получать 12. Что произойдет с человеком? Во-первых, у него порушится весь порядок, который он привык рассчитывать на 35. Да? Он начинает думать, как я буду выживать, платить коммуналку, как я буду платить за контракты детей, за учебу, то есть все. И вот на этом страхе что делает политик? Вот если ты не проголосуешь за меня, у тебя будет вот эта вот ситуация. Но именно такая риторика работает лучше всего. Да. И, то есть наводит ли это или должно ли это наводить на мысль, что политикам нравится, когда они вгоняют избирателей в какие-то страшные истории для того, чтобы получить большую лояльность к себе, потому что их риторика, она такая. Нет, я не думаю, что уместно использовать термин, что им нравится, потому что люди, которые идут в политику, у которых есть спичрайтеры, они, в принципе,
сами, ну, политик, который политик не это знает, что он озвучивает, да, он, в принципе, не ставит перед собой задачу именно доставить себе удовольствие, чтобы мне это нравилось. Человек, который пишет для него тексты, вот он уже думает, как использовать такие крючочки, которые будут воздействовать на людей наилучшим образом. Наилучшим образом можно либо пообещать что-то очень хорошее, либо напугать настолько сильно, что человек просто будет парализован этим страхом. И особенно если политик будет использовать нарратив, что только мы знаем, только, допустим, моя партия, или только лично я знаю, как из этого выйти, или как этого не допустить, все. Ты уже попал, потому что все другие не могут ему обеспечить безопасность, а этот якобы может. Но вот это якобы не замечают. А то есть вы считаете, что у всех политиков есть спичрайтеры? Нет, я думаю, что у тех, кто может себе это позволить, они обязательно есть. Даже если не спичрайтеры, то те, которые ведут их телеги, телеграммы, инстаграмы, фейсбук, странички, я уверена, что это не делает конкретно сама Ирина Влах или конкретно сама Евгения Гуцул или кто бы то ни был, особенно если мы берем гагаузских политиков. Я уверена, что это делают другие люди. Ну, вот мы говорим о страхе. Очень интересно было бы мне узнать, а как вы, как журналист, впервые почувствовали, что вот есть страх, идущий от политиков, и вы его на себе ощущаете вообще? Когда это случилось? Ну, вы знаете, опять придется повторить вот эту историю про войну. Я не скажу, что это было что-то уникальное лично для меня, независимо даже от того, была я журналистом или не была, или кем угодно, как мама сына, который, возможно, может быть в этом задействован. Да, вот этот очень человеческий страх того, что все заговорили о том, что Молдова непременно при любых условиях будет втянута в войну. Причем настолько это звучало радикально с разных сторон, настолько нелепо. То есть часть политиков говорила, что Молдову втянут в войну на стороне Украины, а часть говорила, что на стороне России. И вот когда ты сидишь вот во всем этом, находишься, и ты понимаешь, что ты можешь разобраться, но есть много людей, которые не могут разобраться. Мне стало страшно не за то, что такие новости появились. Мне стало страшно за то, что не все читатели смогут заставить себя, найти здравый смысл в том, что они читают. Потому что все соцсети были заполнены очень противоречивой информацией, особенно в первые месяцы этой войны. Мы же все рассчитывали, что она закончится максимум летом того же года, да, и вот сейчас уже 5-й год. И мне кажется, что сейчас чуть-чуть отношение к этим новостям изменилось. А вот это слово «разобраться» и понять, где страх, а где реальная информация, все-таки как в этом разобраться? Ваш какой-то личный пример? Читать только проверенные каналы, читать только проверенные источники, задавать себе вопрос, кто этот человек, который мне это доносит. Этот любой читатель, независимо от возраста, от пола, читая любой текст, который попадается ему в телефоне, если этот текст его чем-то зацепил, он должен посмотреть, кто автор. То есть с этим легче, когда мы имеем дело с официальными СМИ. Как правило, каждое уважающее себя издание подписывает автора той или иной новости, материала или сюжета. Если вы читаете канал, в котором вообще непонятно, кому он принадлежит, кто за ним стоит, кто эти люди, кто делает этот контент, то есть абсолютно, есть такой термин no name, да, просто есть канал, в котором как из пулемета строчат новости, как минимум перестаньте его читать, как минимум ради уважения к себе, просто перестаньте это читать. То есть первое, что нужно найти, ответить на вопрос, кто источник и что стоит за этим. Если мы можем найти первый источник во властных структурах, значит, это источник, который уже сам по себе обладает официальным статусом, и мы можем его не перепроверять. Но если мы читаем СМИ, в котором сомневаемся или которая только сейчас появилась, сначала найди автора, ты как минимум сможешь найти его в соцсетях и задать ему вопрос, потому что сейчас очень многие журналисты взаимодействуют со своей аудиторией, это очень мне нравится, это очень нормально, но если вы попробуете повзаимодействовать с авторами тех людей, которые пишут на шоровских каналах, допустим, вы их просто не найдете, вы
Но давайте попробуем посмотреть на все так, как это есть как минимум в Гагаузии. Да? Жители гагаузской автономии, я думаю, что большинство из них не вникают вообще в суть того, кто написал этот материал. Просто есть заголовок, есть какое-то видео, либо какой-то текст, и отсюда начинается уже восприятие, да, и определенный настрой. Либо страх, либо доверяет человек. Никто не ищет, кто стоит за этим материалом, никто не знает, кто стоит за тем или иным сайтом. У нас есть очень много сайтов, которые СИП заблокировал на территории Гагаузии, и они как раз относились к той категории сайтов. Они продолжают работать. И они продолжают работать. Что делать с этим? Это хороший вопрос, что делать с этим. Когда определенная часть не аудитории, наоборот, моих коллег возмутилась тем, что «а какая же в Молдове демократия, а какая в Молдове свобода слова, если вы посчитали возможным заблокировать эти каналы?» И мне, находящейся в Гагаузии и наблюдающей эти процессы изнутри, хотелось не то что объяснить, а хотелось своим коллегам в Кишиневе сказать: послушайте, вы просто не понимаете. Потому что они действительно не понимают, что творят эти каналы в Гагаузии. Потому что у нас в Гагаузии не так уж много качественных СМИ. Мы их можем пересчитать по пальцам одной руки. Но ведь эти люди, эти массы, они не читают только... Я хотела бы верить, что они, в принципе, читают качественные СМИ. Но то, что у нас заблокировали, оно не несло никакой информационной, позитивной повестки. Это сплошное нагнетание страхов, сплошная манипуляция, сплошные какие-то использования, опять же, фейков, страшилок, которые просто будоражили человека настолько, что человек верил из-за того, что этого много, этого очень много. Я даже не хочу, я не хочу называть это СМИ, которые заблокировали. Я там когда-то работала, к сожалению, слава богу, я не успела быть... Мне кажется, уж лучше назвать. Почему? Потому что мы сегодня говорим о том, как защититься от пропаганды, от манипуляций. Как минимум можно знать те СМИ. Мы говорим о Gagauz News. Да, мы говорим о Gagauz News. И которые маскируются под Gagauz Media. Да, я тоже несколько раз обращала на это внимание. Почему, в принципе, это уже говорит о том, что людям плевать вообще на репутацию, на то, что о них думают. То есть они просто пользуются тем, что у вас есть своя аудитория, которая... Но они пользуются, наверное, еще тем, что люди не могут разобраться, где же это все-таки настоящие журналисты, которые подвергают сомнению как минимум то, что они публикуют сами, для того, чтобы дать возможность... Меня в этом плане больше беспокоит то, что люди не особо и хотят в этом разбираться. Потому что и с этим тоже надо где вы видели, делать? Чтобы хотя бы один из читателей написал: слушайте, а почему вот на этом Gagauz Media Жекова, а на том Gagauz Media непонятно кто? Вы видели там хотя бы одну подпись? Кто делает эти материалы на том Gagauz Media? Сегодняшние информационные технологии дают возможность любому человеку вмиг стать журналистом и информатором, и этим, видимо, пользуются. Я с этим не согласна. Не каждый человек может стать журналистом, не любой человек, потому что маломальское образование надо иметь. Не каждая Женя Гуцул может быть башканом, я с этим тоже категорически не согласна. Надо иметь определенный, хотя бы минимальный уровень грамотности, образованности. Знаете, то неочевидное, что стоит за профессией журналиста. У нас есть тоже главный принцип, как и у врача: не навреди. Потому что ты можешь своей информацией разрушить чью-то жизнь, а когда ты делаешь это намеренно, то есть, допустим, какие-то фейки, которые постоянно льются с того же Gagauz News, да, по поводу того, что всех гагаузов заставят принять румынское гражданство, или, опять же, у Гагаузии отнимут автономию. Они ни на чем не основаны, но люди, по-моему, даже перестали хотеть этому сопротивляться. Аудитория, которая читает Gagauz News, она верит в то, что она искренне верит в то, что Кишинев хочет ликвидировать Гагаузию. Как с этим бороться? У меня нет ответа на этот вопрос. Да, наверное, нужен ответ на этот вопрос, но и вопрос, который, мне кажется, тоже нуждается в ответе. Почему люди реагируют на страшные прогнозы политиков больше, ярче и доверчивее, чем на какие-то реальные аргументы, которые называются те же журналистами либо политиками? Мы говорили об этом. Это психология. То есть всегда человека больше способно взбудоражить то, что пугает, чем то, что расслабляет. Страх тебя заставляет быстро принять решение? Реагировать. Да, совершенно верно. Это заставляет тебя больше
вовлекаться в то, что говорят. То есть и ты начинаешь думать, а что, если вдруг это правда? И ты зацикливаешься на этой мысли, ты уже не знаешь, как из этого выйти. И ты начинаешь искать другую информацию. В лучшем случае, если ты начинаешь, и находишь какое-то альтернативное мнение, и ты себя успокаиваешь, и тогда ты уже менее подвержен этому влиянию. Но когда ты не хочешь искать это другое мнение, ты из этого замкнутого круга не вырвешься. То есть этот страх будет использован так много и так часто, сколько ты себе позволишь быть в нем участником, соучастником вот этой манипуляции. Вот человек, который уже подвержен был этому страху, да, но есть какие-то реальные интересы у самого человека, как у гражданина, идущего на выборы. Вот как в этот момент происходит или как помочь человеку самому себе, как минимум, да, все-таки отделить страх и реальные свои интересы для того, чтобы гражданский долг выборы произвести так, чтобы не навредить самому себе? Смотрите, мне кажется, здесь все очень просто. Каждый человек, когда идет на выборы, он реализует не только право, но и ответственность. То есть ты принимаешь какое-то решение, ты несешь за него ответственность, а значит, что на тебе лежит, на тебе есть задача сделать выбор правильным. Как ты можешь понять, правильный выбор или нет, это ты должен как минимум подумать. Если политик эксплуатирует твой страх, насколько этот страх реален. Если ты голосуешь только из-за того, что боишься того, что он сказал, что если не мы, то никто, это совершенно это же выбор без выбора. Но это очень часто можно услышать. Если не мы, либо только мы можем обеспечить это. И вот это противопоставление, оно всегда играет в пользу политика, и реже всего, как мы видим, в пользу избирателей. Избиратель должен понять, что это не он служит политику, это политик, которого ты выбираешь, должен служить тебе. И поэтому все в руках избирателя. Если он начнет разбираться в том, что и вот это есть факт, а вот это есть манипуляция, тогда никакой политик не сможет ездить на избирателя никогда. Но это было бы в идеале. Избирателю достаточно хотя бы, если мы уже не говорим о том, что перепроверять источники, хотя бы перепроверять цифры, факты. Если тебя чем-то пугают, зайди в Google. Сейчас, по-моему, это один клик. Зайди в Google, задай запрос, посмотри разные источники, почитай, сравни, сделай какой-то вывод. Я не хочу думать о том, что политики настолько наглые, а избиратели настолько легковерные, что вот эта ситуация никогда не изменится. Она может измениться, если мы начнем давать отпор политикам. Давать отпор выглядит как противостоять. Вот как журналистика может противостоять страху политиков? Как журналисты мы это и делаем. Мы пытаемся писать альтернативные свои новости. Да? Вы снимаете свои передачи, ток-шоу, я пишу свои посты бесконечные. Иногда устаю, у меня опускаются руки. Я понимаю, что если это перестать делать, если Сергей перестанет это делать, если ЛАФ-МД перестанет это делать, мы же вообще оставим Гагаузию в беспомощном состоянии, потому что у меня такое ощущение, что у наших граждан нет даже никакого интереса самим захотеть что-то найти для того, чтобы возразить тому же Илье Узуну, для того, чтобы возразить тем, кто говорят, что Евгения Гуцул – это лицо Гагаузии. Если это наше лицо, значит, мы все такие. Неужели мы все такие? То есть это ответственность, опять же, гражданина. Политик, естественно, что у него есть свои цели, естественно, что он будет думать о том, как этой цели добиться. Но мы же можем ему не дать этой цели добиться, правильно? А почему вот этой политике страха подвергаются больше всего, есть такое утверждение, что больше всего подвержены граждане бедных стран? Страны третьего мира, наверное, потому что они наиболее уязвимы, они наиболее не самостоятельны. Даже в Гагаузии, у нас, когда возникают каждый раз вопросы о том, что кому-то приходит в голову поднять тему, что если Румыния и Молдова объединятся, Гагаузия имеет право на самоопределение. Эти вопросы не сейчас возникли, они всегда были. И я всегда спрашиваю, куда мы пойдем? Объясните, куда? На какое самоопределение имеет право Гагаузия, если вдруг Молдова объединится? Во-первых, Гагаузия – часть Молдовы. Куда мы пойдем? У нас нет ни своей экономики, у нас нет собственного сельского хозяйства. Мы совершенно зависимы от всего, от дотаций, то, что наш бюджет Гагаузии
по-моему, почти на 65% состоит из дотаций центрального бюджета. Но это нормально для автономии, которая это живет нормально. в составе Я страны. сейчас не о том, что мы зависимы. Это нормально, потому что мы часть страны. Я имею в виду, если мы сейчас говорим о том, что мы выйдем, куда мы пойдем. Страны третьего мира, они уязвимы, потому что именно по такой же причине. У них недостаточно ресурсов, чтобы самим себя содержать и обеспечить себе собственную такую устойчивую долговременную политику развития. У них нет этого ресурса, как бы им не хотелось быть самостоятельными. И тогда приходят какие-то Петя, Вася, Коля со своей вот политикой и говорят, вот нам надо непременно, допустим, дружить вот с той стороной, с этой, не хочу называть уже, все это так на слуху. То есть мы понимаем, что по каким-то весьма веским причинам мы не можем принимать на себя ответственность быть полностью самостоятельными. И нам приходится искать вот эту золотую середину, как существовать и не терять собственное достоинство, но и не быть рабом какого-то другого государства. Но для этого надо задавать вопросы, и много вопросов и себе, и тем людям, которых мы слушаем. Ната, я знаю, что вы изучаете речи политиков, потому что, как вы сами тут сказали, очень часто пишете свои посты со своим мнением, как журналист, да? А скажите, какие такие речи или такие сигналы в речах политиков должны останавливать человека? Ну, очень мне нравится наблюдать за выступлениями Михаила Влаха, да. Это не политик, конечно, но мы сейчас уже очень сложно можем определить неизвестно кого от политика, потому что, к сожалению, в Гагаузии это все смешалось вот в какой-то такой неотделимый пласт. Вот если человек слушает выступление Михаила Влаха, когда он говорит, что мы все здесь за Женю Гуцулу, мы все здесь хотим дружить с Россией, вот когда, оставим даже Влаха, вот когда человек, зритель, читатель видит в речи политика «мы все», вот остановись здесь, потому что если я так не считаю, он уже не имеет права говорить «мы все», независимо от того, какое количество людей считают так, как он. Мы все, это значит все вот 127 тысяч жителей Гагаузии. Мы не все, которые считаем так, как он. И вот эта манипуляция... То есть сигналом должно быть такое обобщение? Определенно, когда политик говорит, вот вся Гагаузия поддерживает Евгению Гуцулу. Это ложь, это манипуляция, это заставляет человека неискушенного в фейках верить, потому что когда он говорит «вся Гагаузия», это создает масштаб, и человек, знаете, вот это понятие «маленький человек», человек ощущает себя щепочкой и думает, ну, господи, ну вот вся Гагаузия, а что же я вот так? Наверное, это и со мной что-то не так, наверное, это я как-то неправильно думал. Вот, первый сигнал, когда человек использует обобщение. Моментально должно заставить как минимум усомниться. Опять же, следующий сигнал, когда человек говорит, да независимо политик какого ранга, что вот он знает или его партия знает, как решить проблему, а другие нет. Или вот он знает, как вывести страну из кризиса, а другие нет. То есть, окей, даже если мы берем социалистов, сколько лет они были у власти? Почему вы не могли вывести страну из кризиса, когда вы были у власти? У нас что, были какие-то другие проблемы? Но у нас кризисы были при всех властях. Да, но если сегодняшние кризисы не исключение. Если читатель, слушатель, зритель видит такой посыл, что мы знаем как, перестань, дели на 16, потому что он наверняка не знает. Если бы они знали, они бы уже вышли с каким-то набором определенных мер, инструментов, предложили бы и сделали. Они не знают. Ната, наверное, у вас есть несколько таких вот своих правил, что сделать, чтобы не допускать манипуляцию как минимум в себя, в свой мозг, в свои размышления. Вот какие это правила? Мне это проще самой собой. То есть у меня нет конфликта с тем, какое у меня восприятие происходящего и как об этом говорят другие. У меня нет конфликта с самой собой в том, что если большинство говорит так, значит, это они правы, а со мной что-то не так. Для меня это не то, что выбьет меня из колеи. Ну и в силу, это, наверное, профдеформация, да, когда ты больше 23 лет в профессии, перепроверять источники. Это то, что я говорю каждый раз, и я бы хотела, чтобы это делали все жители, даже если они никакого отношения к журналистике не имеют. То есть перепроверять источники, смотреть, искать, кто автор, искать альтернативную информацию, искать других авторов, чтобы посмотреть, что они говорят.
Ну, не знаю, у меня, наверное, такой сильный, мощный фильтр, который... У меня нет такой проблемы, чтобы побояться того, что вдруг я попаду в все эти какой-то ловушки. Хотя, честно говоря, воздействовала, когда... У меня был страх, знаете, когда я очень сильно боялась, что дело с Гуцул не доведут до логического конца, потому что для меня дело Гуцул, чтобы вот она была наказана уголовно, это логичное завершение истории. Потому что... Это вас вызывало страх? Да, мне было очень страшно за то, что Гагаузия никогда не сможет избавиться от этого, потому что очень большие силы были на это кинуты, и мы даже не говорим про Молдову и Гагаузию. Посмотрите, кстати, я вчера была у нотариуса, там отдельная история, и в приемной висел телевизор, и там РТР «Планета» вещала, то есть в Чедурунге. Вот. И то есть, когда мы говорим о том, что мы не подвергаем своих жителей воздействию политики другого государства, которое считает Молдову недружественным государством, то нет, мы продолжаем. То есть эти каналы продолжают работать, они продолжают их смотреть, они продолжают там информироваться. И мой страх был связан с тем, что если мы посмотрим, как освещает эту проблему Мария Захарова, пресс-секретарь МИДа российского, да, для тех людей, которые никогда не жили в Гагаузии и в Молдове, ведь если ее послушать, ведь действительно Гуцул преследуют по политическим мотивам. Ведь действительно это какая-то тирания, это узурпация власти президентом Молдовы, это сведение личных счетов, это в лице этой хрупкой бедной женщины пытаются задушить Гагаузию. Вот как много людей из тех, кто никогда здесь не был и не знают, кто такая Евгения Гуцул, как она в принципе попала в кресло Башкана, как много людей захочет докопаться и сказать: Мария Захарова, ты, наверное, чего-то там, ты в какой-то другой реальности живешь. И мне было страшно, что государство не справится с этим, и мы погрязнем. И не выберемся. Но вокруг нас так или иначе очень много тревожных сообщений. Исходят они от наших политиков, либо исходят они от тех событий, которые происходят в мире, да и вокруг нас, рядом с нашей страной. Как сохранить здравый смысл? Очень коротко. Спокойствие, только спокойствие. Кто-то, знаете, да, это фраза Карлсона из детской сказки, которую все психологи очень ругают, потому что когда ты так себя успокаиваешь, ты можешь упустить что-то важное, что в конце концов тебя подвергнет однажды риску. Но в первый момент все-таки надо прежде всего успокоиться, потому что любое решение, принимаемое на эмоционально или на каком-то заряде психологическом, оно может быть неверным и тоже навредить. А как оставаться защищенным, как вы сказали? Как сохранить здравый смысл, потому что это очень важно, как минимум для принятия решений таких. Да, успокоиться и пропускать все, что ты потребляешь, через 3 сита, как минимум. То есть отсеивать ненужное, искать альтернативную информацию, искать Может быть, для этого именно перед выборами и есть день тишины. Для того, чтобы дать возможность отсеяться всем мыслям, разобраться со всеми страхами и пойти в избирательный день, к избирательным урнам с чистыми помыслами того, какое есть гражданское решение у того или иного человека. Спасибо вам за это интервью. Друзья, мы здесь разбираемся сами и помогаем разбираться вам в вещах, которые обязательны для каждого гражданина, который принимает решение пойти и голосовать.